Возвращенные территории парка имени Ататюрка будут использовать как зону отдыха. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев. По его словам, там планируют высадить зеленые насаждения и создать условия для отдыха горожан и гостей столицы. Всего государству будет возвращено почти 43 гектара земли. Сегодня, согласно приложению, мы отменяем 124 решения исполнительных органов местного самоуправления города Бишкек, связанные с выделением земельных участков. Мы говорим сегодня о том, что на территории 43 гектар количество единиц составляет 198 объектов. Данная цифра, она по проведенной нами работе рассматривается как последняя, но возможно изменения. Почему? Потому что вначале мы говорили о 150, потом о 178, и сегодня вот последние уточненные данные у нас 198. Также градоначальник добавил, что в вопросах возврата участков и сноса объектов муниципалитет будет действовать в рамках действующего законодательства. По его словам, у мэрии нет задачи снести все объекты. У нас как такой задачи снести все объекты абсолютно. Такой задачи нет. У нас есть одна задача – привести все в соответствие с действующим законодательством и с границами, которые были ранее утверждены. Это 107 гектаров. По каждому вопросу мы готовы рассматривать персонально, но мы в постановлении определили шаги, которые мы будем осуществлять. И среди них есть приведение в соответствие, то есть есть вопросы сноса, есть вопросы восстановления причиненного ущерба за счет виновных лиц. То есть эти действия все будут реализованы разными механизмами, которые я ранее озвучил. Возможно, по отдельным вопросам нам придется обращаться в судебные органы, по отдельным правоохранительные органы, но мы эти вопросы будем решать. Сегодня мы уже раздаем уведомления о том, чтобы они в добровольном порядке привели в соответствие и передали земли муниципалитету. Теперь Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление по контролю за землепользованием и Октябрьская госадминистрация должны принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992, а также демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка. Ряд задач поставлен и перед Бишкеклав-архитектурой. Мы будем работать на основании этих двух постановлений. Наша задача – разработать схему об утверждении границ парка с помощью координатных точек. Также парк Ататюрк входит в зону особой охраны. Работы будем проводить строго по законодательству КР. Напомним, парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком ботанического сада Академии наук. В 1962 дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название он получил в 1995. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье. Рахат Батрибекова, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.